В Ухту из Сыктывкара привезли лучшие работы серии пленеров визуальных искусств «Клюква», которые ежегодно уже 10 лет собирают в Республике Коми деятели искусств со всей России. Ретроспективную выставку лучших работ за 10 лет посвятили первому юбилею «Клюквы». Виктория Науменко стала одной из первых посетительниц. Работы из фондов Национальной галереи Республики Коми впервые в стенах нового выставочного зала Ухтинского музея. Юбилейную экспозицию не случайно привезли в Ухту. «Клюква» зародилась именно здесь. Владельцы арт-резиденции, где прошел первый пленэр, ухтинцы. Первый наш пленэр он проходил в Козловке, в деревне Козловка, село Онежье. И это была вот такая вот потрясающая арт-резиденция, 2012 год. И, в общем-то, вот с этого начался проект. И вот в данной экспозиции здесь как раз представлено вот это начало, путь, наш северный путь. Каждый раз у нас проект имеет разные названия. «Клюква» – это объединяющее такое понятие, а каждый проект, он несет в себе какую-то идею. «Клюква» – это не просто арт-туризм. За 10 лет пленэр стал настоящим художественным исследованием русского севера, делятся организаторы и участники. Старообрядчество, жизнь коренных народов севера, история северного судоходства. В своих работах участники затронули множество культурных и исторических явлений. Знаковая часть экспозиции – карта. Здесь отображен маршрут, который проделали участники пленэра за его уже десятилетнюю историю. Каждый пленэр – это сотни работ художников, фотографов из разных уголков Республики Коми и России. Каждая работа – образ русского севера глазами автора. Так Анжела Разманова в работе «Две сестры» представила образ устцелемской женщины. Кстати, устцелемки даже предоставили художнице для ее работы настоящие музейные экспонаты – фрагменты старинных платков, своих семейных реликвий. Образ самой устцелемки не буквально хотелось бы изобразить. И здесь у меня через вот эту закрытость, старообрядческую такую закрытость, и в то же время вот какие-то вот связи времен, потому что здесь вот есть остатки истлевшей, можно сказать, шали, которая вживлена в живопись. И в то же время какие-то отсылы такие от иконописных вещей, где вот применена парча, на которой иконы пишутся. А впечатленный бытом жителей Крайнего Севера Юрий Лисовский одной из своих ярчайших работ на этой выставке считает картину «Собака». Ее он написал во время пленэра на острове Вайгач в 2017 году. Собака залаяла, и все местные жители всполошились. Я спросила, почему такой переполох. А у нас, говорит, собаки чувствуют, когда белые медведи приходят. Вот собака, она как бы возвышается над поселком, то есть она не больше даже, чем сам поселок, потому что она как бы стоит и далеко видит или далеко слышит. Вот такой образ. Выбрать лучшее за 10 лет было непросто. Но даже из отобранного не все уместилось в выставочных залах Ухтинского музея. Музейщики проделали большую работу, чтобы оформить экспозицию, передав задуманную авторами атмосферу. Насладиться результатом ухтинцы и гости города смогут до середины марта. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.